Роза Алдабекова переехала в Астану в начале 90-х. Она еще помнит, когда на месте красивых зданий на главной улице левобережья столицы были овощные поля. Левобережье реки Ишим было полностью занято под овощными полями совхоза Заречный. Тут выращивали картофель, морковь и капусту. Начиная с 1998 года началось строительство новых зданий в районе Старого города на правом берегу Ишима, а спустя пару лет и красивых сооружений на левом берегу. Новые магистрали новой столицы получили название в честь бывших главных городов в истории казахского государства. Так, улица, где расположен Дом министерств, здания правительства и парламента страны, получили название Оренбор. В 20-х годах прошлого столетия Оренбург на протяжении 5 лет был столицей Киргизской АССР в составе РСФСР. Спустя 10 лет Оренбор решили переименовать в проспект в честь новой национальной идеи. Была очень такая здравая концепция, что Астана является такой квинтэссенцией исторического пути казахского народа, который имел на протяжении своей истории разные столицы, в том числе Оренбург. Здесь, мне кажется, есть второе измерение. Возможно, кто-то из чиновников испугался, но все-таки улицу оставили, но перенесли куда-то на задворки. Да? Но, видимо, вот такое, а что вы, ребята, имеете к России какие-то территориальные претензии? Депутаты Маслихата Астаны, принявшие решение о переименовании порядка 2 десятков улиц столицы, сослались на заявку, которая поступила от интеллигенции города. Улица Оренбор, она начинается с дороги, ведущей с аэропорта, то есть это как бы, образно говоря, ворота нашей столицы. На ней расположены такие структурные элементы, как монумент Мәңгілік ел. Все центральные органы власти расположены на этой улице, поэтому вот такое поступило предложение. Сколько денег будет затрачено на переименование 20 улиц, в акимате назвать затруднились. В бюджете Астаны заложено более 18 миллионов тенге на содержание, обновление и переоформление дорожно-уличной сети. Именно из этих средств профинансируют решение аномастической комиссии Маслихата. Министерство юстиции заверяет, что изменение адресов недвижимости для горожан будет бесплатным. При этом министр юстиции затруднился ответить, во сколько республиканскому бюджету обойдется замена вывесок, бланочной продукции и других документов министерств и ведомств. Я не думаю, что сейчас это потребует дополнительных средств, допустим, для бланков. Почему? Потому что в плановом режиме письма пишутся, и в плановом режиме эта бланочная продукция, она будет меняться. Депутат партии парламентского меньшинства Коммунистической народной партии Казахстана Айкын Кунуров считает, что прежде чем переименовывать улицу Оренбор, необходимо было решить проблемы пробок, отсутствия парковочных мест и ливневой канализации, не справляющейся с потоком воды во время дождей. Проспект, названный в честь национальной идеи Мәңгілік ел, заслуживает большего. Фактически арка Мәңгілік ел там есть, площадь есть, и увековечить именно это название, именно в названии улицы, я думаю, что это некорректно. Название Оренбор не исчезнет с карты Астаны. Оно присвоено новой улице в одном из спальных районов столицы. Между тем, политологи опасаются, что это не последнее переименование улицы министерств. Это создает очень большой соблазн для того, чтобы завтра, возможно, другая какая-то партия придет к власти. Она там супер Мәңгілік ел может придумать, еще что-то. И это будет плющить ту историю, которая только создается. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время.